В эфире телеканала программа «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. Сахатранснефтегаз отправил мобилизованным сотрудникам и добровольцам гуманитарную помощь. Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров с рабочим визитом побывал в Нерюнгринском районе. Случайный вальс. Якутск присоединился к всероссийской акции в память о Сталинградской битве. На промобъектах Айхальского горно-обогатительного комбината улучшают санитарно-бытовые условия благодаря голосу Алроса. Представительницы Якутской школы женской борьбы завоевали медали престижного международного турнира. Глава администрации города Кировска Сергей Ермаков поблагодарил правительство Якутии и сообщил, что ремонты у них не проходили со времен Советского Союза. Весной прошлого года Якутия взяла шефство над городом Кировское в Донецкой Народной Республике, а в июне было подписано соглашение о сотрудничестве. За прошедшее время силами опытных специалистов из нашей республики завершились ремонтно-восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры, включая Дом культуры, больницу, общеобразовательные учреждения. Также восстановлены дороги и уличное освещение. С 16 октября республиканские медики осмотрели и оказали помощь тысячам местных жителей и военнослужащих. 2022 год. Очень много сделано совместно с Республикой Саха-Якутия, за что огромная благодарность прежде всего главе республики Айсену Сергеевичу. Также благодарность Андрею Сандоминовичу Федотову за то, что возглавил штаб, который был на протяжении всего этого времени работе, профессиональные кадры. Жители Якутии продолжают поддерживать своих земляков, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Сегодня работники компании «Сахатранснефтегаз» передали 14 печек-буржуек, которые будут доставлены в формирование, в которых служат бойцы из Якутии. Печи изготовлены из списанных газовых баллонов, имеют вес всего 12 килограмм, удобны при транспортировке и просты в использовании. Прежде чем отправить их в зону СВО, сотрудники компании провели испытания печей в условиях якутских морозов. В каждую отправленную печку вложили записку с просьбой об обратной связи, чтобы в случае чего доработать изделие. Сегодня у нас национальная компания «Сахатранснефтегаз» привез очередную помощь в виде печей, которые сотрудники компании по своей инициативе сделали из подручных средств, которые у них есть, у компании. Хочу отметить о том, что Сахатранснефтегаз – это одна из первых промышленных компаний, которая оказала такую помощь. Также призываем другие компании оказать такую посильную помощь. Эти печи, конечно же, нашим общественным движением «Якутия с тобой» будут непосредственно доставлены в опорные пункты, которые созданы правительством республики, и уже оттуда будут распределены по местам, где сейчас проходит специальная военная операция. Нерюнгринский район с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров. В районе продолжается активная подготовка к международному чемпионату по традиционному оленеводству, который состоится в марте на площадках города Нерюнгри и села Иенгра. Свое участие уже подтвердили представители оленеводческих регионов России, а также Китая и Монголии. Главным событием станут гонки на оленьих упряжках и соревнования по ловле оленей. Также запланированы соревнования по арктическим компетенциям. Кроме того, запланирована конференция по вопросам оленеводства. Выездной организационный комитет во главе с Михаилом Никифоровым посетил места проведения чемпионата, места размещения и питания участников, залы культурно-массовых мероприятий и деловой программы. В процессе работы планируется 8 числа проведение организационного комитета под руководством главы республики Айсена Сергеевича Николаева. К тому моменту некоторые уже организационные моменты мы тоже постараемся решить. В основном, все мероприятия, когда перед началом международного чемпионата организационный комитет заранее прибудет в Нерюнгринский район и будем готовить проведение данного чемпионата на высоком организационном уровне. Также во время рабочего визита в Нерюнгринский район заместитель председателя правительства республики посетил птицефабрику. Михаил Никифоров осмотрел производственные цеха, ознакомился с деятельностью учреждения и предложил план для дальнейшего развития. Об итогах поездки в нашем следующем материале.
По итогам прошлого года в Нюрнбергской птицефабрике было произведено около 30 миллионов яиц и 2,5 тонны бройлерного мяса. Несмотря на такие показатели, у фабрики есть финансовые трудности. Для их решения создана межведомственная комиссия, которая работает над инвестиционным планом по повышению производительности труда. И мы посмотрели в рамках инвестиционного плана те иные подходы решению, увеличения производительности труда путем модернизации всего производства. Это в первую очередь касается бройлерных цехов, цеха сортировки яиц, работы, увеличения, работы коммунальной инфраструктуры самой фабрики, водоотведения, и так далее, так далее. Теплоснабжение в том числе. С прошлого года на птицефабрике проходит реконструкция объектов. Продолжены работы в инкубаторном цехе, закуплено оборудование российского производства. В этом году планируется модернизация бройлерного цеха. Будет сделан капитальный ремонт наружной системы отопления и кровли в 4 цехах. Положительно сказывается на качестве мяса установка воздушно-капельного охлаждения в убойном цехе. Данный цех, данная модернизация позволяет нам иссушить готовую продукцию до влажности до 3%. Тем самым, что повысилось? Во-первых, мы стали больше мяса продавать, мясо стало качественным и экологически чистым. Эксперты уверяют, нововведения должны улучшить качество производимой продукции. Так, благодаря реализации инвестиционного плана развития на 2022-2026 годы, Нюрнбергская птицефабрика должна будет выйти на показатели 38 миллионов яиц и 4,5 тонны бройлерного мяса в год. Гульшат Лаврентьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Комитет по делам семьи и детства провел парламентские слушания по итогам Года матери. На протяжении прошлого года в регионе была проведена большая работа по улучшению экономического положения женщин, повышению роста благосостояния, созданию условий для сохранения здоровья. Всего было утверждено 168 мероприятий. Внедрены льготное посещение многодетными семьями государственных учреждений культуры и спорта, расширены механизмы реализации жилищной программы. Более 93 тысяч женщин обследовали свое здоровье, 7,5 тысяч получили поддержку при трудоустройстве. И более 1 тысячи женщин повысили свои профессиональные навыки и получили возможность открыть собственное дело. По итогам слушаний будут составлены задачи и цели на текущий год. Есть мероприятия, которые носят долгосрочный характер, то есть это не заканчивается 2022 годом, а будет дальше развиваться, двигаться, и они нашли начало именно в год матери. Конечно, это целевой капитал «Дети столетия», то, что продлено еще на 5 лет дальше. Да. Также, конечно, те вопросы, которые оказывают поддержку приемным семьям, многодетным семьям. И здесь, чтобы эти направления развивались, конечно, необходимо нам вместе работать, чтобы и финансирование было, и эти направления развивались во благо семей нашей республики. 2 февраля – День воинской славы России. Дата, напоминающая нам о величайшем подвиге. В этот день победой Красной Армии завершилась Сталинградская битва – главное сражение 20 века. О том, какие мероприятия состоялись в Якутске в честь памятной даты, расскажет Светлана Амосова. Павшим и живым героям слава! Трехкратный оружейный залп в честь защитников Сталинграда. Якутяне вышли на торжественный митинг возложить цветы к мемориалу города-героя на площади Победы Якутска. Погибших солдатов в годы войны, без вести пропавших. В ходе наступления наших войск, контрнаступления, огромная группировка фашистской армии попала в окружение, была полностью разгромлена. И это, знаете, стало символом и мужества, и символом неизбежной победы советского народа над фашизмом. Мой дед воевал под Сталинградом, с августа по ноябрь сражался и при защите, и участвовал в наступлении. Был потом тяжело ранен. И, конечно же, для меня это тоже личный праздник, как и для многих миллионов тех людей, которые чтят память о великой победе нашего народа в Сталинградской битве. В
стенах мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история» развернулся настоящий советский бал. Студенты, педагоги и общественники, всего 12 пар, закружились в случайном вальсе под наставление хореографа. Еще квадратики. Всероссийская акция «Случайный вальс» в Якутске проводится уже 7-й год и объединяет десятки неравнодушных граждан. Это танцевальный флешмоб, который назван в честь одноименной композиции. Его суть проста. По всей России ребята танцуют вальс в самых разных местах. На улицах, в торговых центрах, музеях. И приглашают случайных прохожих и желающих присоединиться. Такие акции помогают сохранить культурное наследие и историческую память. В данном мероприятии я участвую впервые, но мне очень нравятся вот такие мероприятия, именно творческие. Сначала мы позвали студентов, потом уже подумали с педагогами, почему бы и самим не принять участие, потому что я считаю, что это хороший опыт. И также мы подаем пример вот нашим студентам. Они смотрят на нас, думаю, и берут нас тоже в пример. Также в Доме дружбы народов имени Кулаковского состоялось торжественное мероприятие. В нем приняли участие почетные гости – жители блокадного Ленинграда, ветераны тыла и труда, участники боевых действий, представители ветеранских организаций, а также курсанты и студенты. Наше мероприятие в унисон со всей страной посвящено Великой битве под Сталинградом, 80-летие Сталинградской битвы. И совсем недавно у нас прошло снятие блокады Ленинграда, 80-летие. Поэтому вот эти два главных события – это Дни воинской славы в Российской Федерации. События 2 февраля 1943 года стали поистине судьбоносными для нашей страны и всего мира. Сталинград во все времена будет символизировать героизм, подвиг армии и народа. Светлана Амосова, Алексей Степанов, Лилия Уваровская, Якутск. Мирнинский район выделил на поддержку предпринимателей 69 миллионов рублей в 2022 году. Подробнее об этом в сюжете наших коллег. 45 субъектов предпринимательства в Мирнинском районе получили субсидии, гранты, займы и поручительства в 2022 году. Сумма поддержки – более 69 миллионов рублей. Помимо финансов, администрация готова помочь с арендой помещения под бизнес-идеи. Муниципалитеты Мирнинского района предоставляют муниципальное имущество в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства. Предприниматели, осуществляющие социально значимые виды деятельности, имеют право на льготы. Ежегодно она предоставляется в течение 3 лет от 60 до 20% по снижающей шкале. По данным реестра Федеральной налоговой службы, на территории Мирнинского района действует одно среднее предприятие, 38 малых и 2105 микропредприятий. Из них 17 социальные. Администрация выдавала займы на покупку оборудования для древообработки, для прачечных и химчисток, а также на пополнение оборотных средств. Благодаря финансовой помощи предприниматели создали 32 новых рабочих места. По опросу «Голос Алроса» во всех цехах Айхальского горно-обогатительного комбината улучшают бытовые условия. Руководство услышало пожелания работников. С октября прошлого года отремонтировано 8 помещений. Обновили душевые, санузлы, умывальные, комнату отдыха. Установили современную сантехнику и оборудование. Сегодня ремонтные работы идут еще в 9 помещениях. При отделочных работах подрядчики учитывали единый корпоративный стандарт. Использовали цветовую гамму Алроса – синий, белый, серый и красный. До октября этого года в целом отремонтируют 143 производственно-бытовых помещения. По фабрике 14 у нас, скажем так, работы, основной объем уже подходит, скажем так, к завершению. Где-то выполнение уже есть порядка 70% от объема, который необходимо на этой площадке. Работы по ремонту санитарно-бытовых помещений охватят большую часть производственных помещений Айхальского ГОКа. Все они находятся в разных корпусах. Одной из наиболее обширных сфер является социальная. Меры, реализуемые службой соцзащиты, направлены на представителей всех возрастных категорий. Сотрудники службы регулярно информируют граждан о том, какие государственные гарантии им полагаются. С подробностями Татьяна Вахнина.
Выплаты, дотации и льготы, разного рода помощь требуются огромному количеству людей. На обслуживании в Управлении социальной защиты населения по Алданскому району сегодня состоят более 16 тысяч человек. На телеканале «Якутия-24» мы регулярно рассказываем о государственных гарантиях и мерах поддержки, на которые может претендовать представитель той или иной социальной категории. Хочу отметить взаимодействие и работу освещения социальных вопросов, так как все-таки в мир именно цифровых технологий, скажем так, наша категория, как старшее поколение, они привыкли, то есть они смотрят активно телевизор, читают газеты, поэтому данная информация для них очень важна. Из года в год все более востребованным у жителей становится заключение с органами социальной защиты соцконтракта. В рамках этой меры гражданин может рассчитывать на безвозмездную денежную выплату, которая станет стартовым капиталом. Благодаря адресной помощи ежегодно собственное дело начинают и развивают несколько семей района. Семья Филипповых из села Хатыстыр является собой один из ярких примеров, о которых мы рассказывали ранее. Очень много свинюшек, перепелок, курочек, кроликов кормим каждый день. Как себя помню, у нас всегда есть свинки, кролики. Каждое лето у нас курочки и перепелки уже много лет. Где-то 6-7 лет уже держу. В ведении службы социальной защиты находится оказание помощи пожилым немощным людям. В Алданском районе действуют 3 дома-интерната для престарелых и инвалидов, 1 общего профиля и 2 специализированных. В них проживают более 600 человек. Порядка 200 одиноких и одиноко проживающих граждан являются пациентами отделения помощи на дому. Вместе с сотрудниками отделения зрители неоднократно погружались в будни социальной службы. Хотелось бы отметить наше взаимодействие, работу в социальной сфере, потому что я считаю, это очень важно. И социалка, как мы ее называем, сейчас это одна из таких динамично развивающихся и трансформируемых сфер, которые именно направлены на поддержку людей, и причем она затрагивает, то есть, все сферы нашей жизни от нуля, то есть от самого момента рождения до преклонного возраста. Социальная сфера является весьма обширной. Сегодня она реализует более 70 мер государственной поддержки. Это как денежные выплаты и компенсации, так и медико-социальный уход и хозяйственно-бытовая помощь. Информирование населения остается актуальным. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Как прогнозируют погоду с помощью новых технологий, для чего нужны метеорадары и метеозонды, об этом и многом другом школьники узнают на уроках цифры. Подробнее об образовательном проекте и его преимуществах в следующем материале. Уроки цифры – это всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики. Он позволяет школьникам, не выходя из дома, знакомиться с основами цифровой экономики, технологий и программирования. Для формирования уроков на сайте проекта используются образовательные программы от таких компаний, как Яндекс, 1С, ВКонтакте и другие. Занятия на тематических тренажерах реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для учащихся младшей, средней и старшей школы. На сегодняшний день тема онлайн-урока – технологии, которые предсказывают погоду. Для школьников Якутска тема оказалась актуальной, так как больше 3 недель ребята учились дистанционно в связи с погодными условиями. Погоду можно измерить, помогает измерять искусственный интеллект. Искусственный интеллект помогает быстрее и намного точнее предсказать погоду. Вот этот урок хорош тем, что тут есть именно практика. А практика в виде квест-игры. То есть дети сами через игру осваивают профессию метеоролога и программиста, именно искусственного интеллекта. Ребятам такой формат урока нравится. Они отмечают, что обучение на тренажерах намного интереснее, чем традиционный урок. На обычном уроке мы просто, выполняем задания из учебника, но это не так интересно. А на уроке цифры мы узнали новое. Как узнают погоду, кто ее узнает. Я никогда не задумывалась об этом особо. В этот раз узнала и теперь буду знать и рассказывать другим. Мне понравилось, как объяснял учитель. Видеоролик мне понравился, как мы смотрели. Очень смешной, интересный. Квест-игру играли. Сами себя в профессии
представляли на компьютерах. Вместе с уроком цифры школьники могут узнать о принципах искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных и правилах безопасного поведения в интернете. Ну а после прохождения урока учащимся высылаются сертификаты. Очень увлекательно. Я, например, как родитель тоже сама прошла данный урок, и в итоге мне пришел сертификат, да, где мне определили, что я очень даже опытный специалист. А вот с 13 февраля по 5 марта у нас планируются уроки, которые будут на тему анализ в бизнесе и программной разработки, которые разработала компания 1С. Образовательный проект стартовал в 2018 году. За это время пройдено 19 уроков. Учащиеся с интересом и азартом ждут следующих занятий. В этом году их запланировано 6. Как отмечают школьники и преподаватели, уроки цифры очень интересны и профориентированы. Помогают ребятам примерить на себя современные специальности и узнать свое отношение к ним. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Впервые за долгое время две представительницы Якутской школы женской борьбы завоевали медали престижного международного турнира «Иван Ярыгин». Студентки училища Олимпийского резерва Севиль Назарова и Александра Карамзина в сложных схватках завоевали бронзовые медали. Как шла борьба за бронзу, девушки рассказали моему коллеге Александру Хавренко. Женская борьба в республике развивается со второй половины 90-х годов прошлого столетия. Самыми известными представительницами этого вида спорта были Екатерина Мельникова, Анастасия Табаева и Анастасия Шавлинская. И после них девушки-борцы выезжали на различные турниры, но особых успехов не добивались. Но в этом году на Гран-при «Иван Ярыгин» две представительницы Якутской школы борьбы Севиль Назарова и Александра Карамзина завоевали бронзовые медали. Вот Назаровой семьи мы были уверены, что она войдет в тройку. Мы даже рассчитывали на финал. А вот Александра Карамзина, как говорится, у нас первый раз стала бронзовым призером. Там, может, видели, в финале за 3-е место она за 9 секунд сделала бросок кочерга и этим добилась победы со счетом 4-3. Севиль Назарова пришла в зал борьбы во 2 классе. До этого год занималась танцами, но занималась ими без особого удовольствия. А потом вместе со старшим братом пришла в зал борьбы и до сих пор все свободное время проводит на борцовских коврах. И долгие тренировки дали свои плоды. Севиль – бронзовая призерка одного из престижнейших турниров по борьбе. В первом круге я отборолась с девочкой с Иркутска, Елизаветой Чесноковой. Схватка немножечко тяжелая прошла, потому что первый круг, немножко одышка, пока втянешься. Отборолась 8-4. Второй круг я вышла на заслуженного мастера спорта Ирину Алагонову с Бурятии. С ней отборолась не очень хорошо, как хотелось, конечно. Проиграла, после чего она вышла в финал, и я боролась за 3-е место с монголкой. С ней я закончила схватку 4-1, туше досрочно. Поймала на свой коронный прием и положила. Александра Карамзина также пошла на борьбу вслед за старшим братом. И сейчас уже не представляет себя в каком-то другом виде спорта. Бронза на Ярыгинском турнире подстегивает девушку продолжать тренироваться и стремиться к новым наградам. У меня первая схватка была с буряткой. Там 3-1 был счет. Я выиграла. Потом вторая схватка с иркутская девушка. А за третья схватка проиграла. Она вышла в финал, Тюмрекова Мария с Кемерово. И 7-0 проиграла, и она первая стала. И за третье Смирнова Елизавета с Чувашии. 4-3 выиграла. Впереди у девушек сборы и подготовка к чемпионату России, который пройдет летом. И девушки надеются, что уж там-то они выйдут в финал и привезут в Якутию золотые медали. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.